Родился в Вифлееме, куда Пресвятая Дева Мария и обрученный ей муж Иосиф отправились из Назарета на перепись населения, которую объявил римский император Август. В Вифлееме все дома, гостиные, дворы, гостиницы были переполнены народом, явившимся на перепись. И Мария с Иосифом нашли укрытие в вертепе, пещере, куда пастухи сгоняли свои стада в непогоду. Здесь и родился будущий Спаситель мира, и с пеленкой был положен в ясли на солому. Это событие сопровождалось чудесными знамениями. В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем же известил нам Господь. И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. В ту же ночь волхвы, шедшие из Вавилонии или Месопотамии, увидели в небе на востоке новую звезду, знак родившегося царя Иудейского, и последовали за ней, чтобы поклониться ему. И здесь звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падшие поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары.